В самом селе около 60 семей, это где-то более 200 человек. В этой мечети они до сих пор молятся и проводят все религиозные обряды. До недавнего времени, как признается имам, это единственное место, где можно было собраться на пятничную молитву. Однако совсем недавно здесь началась другая жизнь. Центр населенного пункта преобразился, идет строительство новой мечети. Старую решили не трогать и оставить как память о предках. ديل أيتهم باتشوا شميت تأخذ ماجد كردو على حالة ماجد تحضر والقا إذا حالة ماجد درت تأخذ إيش يخيلشي إذا إستريسكي تينستو على ويريوني قيدا بين وكايو سيتاسان إيش تاشو أوليقيو تينتريو ووتشنا ويتشنا شو علامة دا ستا وقع نخلي داسالي كرتش الحزير تيلي نخ أقتنا أكتب بوشخل بالغش شو علامة دا ستعلى что радулин хамяжик докуен кала. Среди прочих преобразований в селении – школа, здание ФАПа и новый газопровод. Но самое главное, что считают местные жители, это привозная чистая вода, отсутствие которой ранее проносило массу неудобств. Рамзан хакачулдах, цугамал хилчулдах, хархи фобаледит читцулчхан, хоюртах баледит, денег бехидоч, обала юкштер хазнехсан. لق هر خی غزنی اصلا خیامت حدالین دل دن حداشدو لق پروژه خین داغ کردو دل وردو شش الکرو چتون بین واه بو کیچم غاز اولیستی حقاتیو تیجی رزوات زود عیری علشت هر شکول ییتنا لامت تفاح بیتنا الحمدلله دقوق دو غزنی اصلا. Газопровод к населенному пункту уже подведен, осталась только внутренняя разводка. Параллельно с этим идет и строительство дороги. Если взять в целом, то президентская программа по восстановлению горных районов республики наиболее наглядно отразилась в жизни и этого села. Имран Бажаев, Алик Хашаев, Джамиль Ахмадов. Новости. Сегодня экологи отмечают свой профессиональный праздник. Торжественная обстановка царила и на территории Комитета правительства по экологии нашей республики. Здесь состоялось награждение особо отличившихся сотрудников. Стоит отметить, что в нашем регионе работы у экологов было еще будет немало. Военное лихолетие оставило после себя множество следов, как на здоровье людей, так и в природе нашего края. Продолжит Малика Муталаева. Всемирный день окружающей среды. Отмечают его сегодня и экологи нашей республики. В празднике принято говорить только об успехах и отмечать работу лучших сотрудников. Не изменили этой традиции и защитники нашей природы. Поздравить коллег пришли и представители парламента Чеченской республики. Начинать из ничего и за считанные 1-2 года достичь вот таких успехов, вот такого взаимопонимания со стороны руководства республики и со стороны населения, это, я считаю, очень многое значит. Без проб и анализов не узнать ни состояние воды и почвы, ни влажность воздуха. Зулай Аздыханова работает в лаборатории 26 лет. Раньше все процедуры проводились ими вручную, опираясь на свой опыт и знания. Теперь же условия изменились. Есть оборудование, которое дает точный ответ. Наука шагнула далеко вперед, и методы измерения тоже вместе с ней. Вот есть простейший метод измерения водородного показателя. Вот сразу же я по шкале сравниваю и выявляю, что здесь 7. Со дня создания Комитета по экологии сотрудники отдела мониторинга и анализов беспрестанно выезжают в разные концы республики. Из всех случаев самым памятным Зулай считает последний рейд в Грозненский район. В этих условиях не закрыта вот эта скважина, и бывшая скважина, нефтескважина, бьет фонтаном грязная вода, которая вот во время дождей, она сливается в эти пруды, где скот пасет, пьет воду эту. И он гибнет. И это мясо непригодно в пищу, потому что сразу же чернеет. Они даже не успевают прирезать скотину. Все-таки, что мы к их беде приблизились и постарались чем-то помочь, мне кажется, это было как-то запоминающееся. В ходе своей деятельности Комитет правительства Чеченской республики по экологии осуществляет не только надзорные функции, но и проводит просветительскую работу. Люди уже понимают, что такое экология, что это чистая экология – это охрана здоровья, что экология – это и чистая вода, и чистые реки, и значит, сохранение и растительного, и животного мира, и в конечном счете наше с вами общее здоровье. Красная книга, геоэкологический атлас, доклад о состоянии окружающей среды. Это не полный список литературы, которая появилась в результате деятельности Комитета по экологии за 5 лет его существования. Если оценивать с рядом других субъектов Российской Федерации, на сегодняшний день
экологическое состояние нашей республики, можно сказать, чуть лучше. Конечно, отсутствие в республике, скажем, водоочистных сооружений, отсутствие в республике в целом инфраструктуры, это определенно вносит дискомфорт. Ну а в целом, можно сказать, ситуация лучше. Среди приглашенных представители организаций и ведомств, которые активно сотрудничали с экологами. Они также отмечены почетными грамотами Комитета Республики по экологии. В их числе и заведующий отделом информационных программ телерадиокомпании «Грозный» Лариса Бесаева. Сегодня праздник, а завтра экологи с новыми силами продолжат свою работу. И гражданский долг каждого – быть экологом в душе и относиться к природе бережнее. Малика Муталаева, Муса Харсиев, Джамлаил Хажалиев. Новости. Еще один несчастный случай с ребенком произошел в Грозном в результате отсутствия какого-либо контроля родителей. Якуб Дудаев, ученик 2 класса 1 гимназии, ушел в 8 часу вечера поиграть к реке и не вернулся. О случившемся с малышом на берегу Сунжи не рассказали даже его друзья, которые все видели. А произошло следующее. Якуба унесло сильным течением реки. Его поиски продолжаются и сейчас. Напомню, что это уже 2-й случай за неделю. Репортаж Анеты Дахаевой. С часу ночи спасательным отрядом ведутся поисковые работы утонувшего мальчика на реке Сунжа. Это уже не первый случай за последнюю неделю, когда ребенок, оставший без присмотра взрослых, попадает в беду. Семилетний Якуб Дудуев пошел с 2 сверстниками поиграть возле реки в районе Консервного моста. По словам напуганных детей, решил искупаться не умеющий плавать мальчик залез в воду, но не рассчитав, что поток реки будет таким сильным, потерял равновесие и ушел на дно. Родители Якуба не сразу узнали о произошедшем несчастье. Сюрен, как обычно, سكرستان شوان خروق داسا بوخ ليخوش ليلات وزورش كاديا سيا لول خويت وطاش دقة أردل يوش توش بيرش خادلك وانت حر خادلك وان где-то 6 долж тельч ишт خادلك وان шхит бяхкен хилар. Последний месяц выдался дождливым, и уровень воды в реке значительно поднялся. Оповещенные ЧП спасатели проводят визуальный осмотр всех участков вдоль берега. Несмотря на то, что за последние дни о подобных несчастных случаях часто говорится, удивляет халатное отношение родителей к тому, где проводят время маленькие дети, тем более, когда время позднее. На наших реках купание без присмотра взрослых может обернуться несчастным случаем, как на данный момент, как сегодня. Вот, на берегу, на дне реки может находиться и камни, и железо, и дерево, и что угодно может находиться, и неизвестно, какая глубина находится где. Вот, и хотелось бы напомнить родителям детей, что наступил летний период, и оставаясь одни дома, без присмотра, они сталкиваются с несчастными ситуациями, которые как и дома, как и на улице могут обернуться плачевно. Спасательные работы будут проводиться до тех пор, пока тело ребенка не будет найдено, говорит сотрудник МЧС. Очень важно, чтобы каждый родитель подумал, куда и зачем отправляет их ребенок, прежде чем выпускать его из дому. Жанета Дахаева, Магомед Чекуев, Тимур Саратов. Новости. Министр спорта Хайдар Алханов и футбольный клуб «Терек» посетили автономную республику Палестина. В сегодняшний день гостей из Чеченской республики прошел в форме экскурсии. Они посетили мечеть Аль-Акса и побывали в храме пророка Исы. Мы связались по телефону с министром Алхановым, и он рассказал о подробностях этого визита. Алана Пхаздраун. Это сейчас вечером тренировка. В 8:30 встреча с президентом, премьер-министром. Обе команды сборной Палестины и Терек встречаются в 8:30. Завтра 5 часов местном времени, то 6 по Москве играем с ними. Первое, Алама, очень теплый прием.
продукт, единственное разочарование –